Доброе утро, наши дорогие телезрители! В эфире главного национального канала утренняя передача «Новый день». Сегодня на календаре 29 января. Уже вот наступила пятница, а вы, наши дорогие телезрители, просыпайтесь. Это все-таки рабочий день. Приготовьте себе кофе, завтрак и готовьтесь к новому дню. Традиционно наш день хотели бы начать с погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные Улусы в 6 часов утра 48-46, днем 41-38. Заречье 41-49, днем ожидается 38-46. Южные Улусы 32-42, днем ожидается 36-39. Вилюйские Улусы 48-51, 46-47 ожидается днем. Нижнеленские Улусы 50-52, днем ожидается 43-47. Западные Улусы 41-47, днем же ожидается 41-44. Колымо-Индигирские Улусы минус 31, минус 49, днем ожидается минус 29, минус 38. Янские Улусы минус 38, минус 50, днем же ожидается минус 34, минус 47. Северо-западные Улусы минус 46, минус 49, днем ожидается минус 39, минус 47. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 42 градуса, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветра совсем сегодня нет. Днем ожидается минус 39, минус 42 градуса. По приказу Управления образования по 30 января дети с 1 по 11 классы учатся дистанционно. Ну что ж, а далее мы хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Утро встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал колебания заболеваемости COVID-19. По его мнению, ситуация сохранится до тех пор, пока не будут привиты 60% россиян. Ранее в оперативном штабе страны сообщили, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло почти на 18 тысяч. Это минимальное значение с 29 октября 2020 года. Жители Центральной Якутии стали активнее вступать в программу «Дальневосточный гектар». Всего за время реализации программы в республике, то есть с 1 июня 2016 года, заключено почти 10 тысяч договоров безвозмездного пользования. В дальнейшем, по истечении 5 лет, договор безвозмездного пользования земельным участком становится основанием для предоставления его в собственность. Также отмечается, что 113 договоров были заключены с жителями других субъектов. Самыми популярными видами разрешенного использования остаются индивидуальное жилищное строительство, а также для ведения личного подсобного хозяйства и для ведения дачного хозяйства. Власти Якутии проведут мероприятия комплексного развития в 28 селах в 2021 году. На работы направят более 40 миллионов рублей. В различных селах обустроят площадки накопления твердых коммунальных отходов, спортплощадки, уличное освещение, ливневые стоки, отремонтируют улицы и памятники. В арктических районах также проведут работы. Например, в Верхоянском районе обустроят уличный спортивный комплекс. В 2 селах Оленёкского района создадут площадки накопления ТКО и стенд. Ранее в региональном Минсельхозе сообщали, что в 2020 году работы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» прошли в 147 селах. На эти цели было выделено свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Радостное событие отметили в селе Солбанцы Намского района, где в один день открылись сразу 2 новых объекта. Это самый отдаленный и труднодоступный населенный пункт. Новый спортивный зал построен в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. Также благодаря нацпроекту здравоохранения теперь у сельчан появился светлый, теплый медицинский пункт, отвечающий всем санитарным нормам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудованием, а также квалифицированным медицинским специалистом. Имеется процедурный кабинет, смотровая, прививочный, ну и технические помещения. Также в фельдшерско-акушерском пункте
Он оборудован необходимым минимальным медицинским оборудованием согласно порядков оказания медицинской помощи и стандартов. Министерством здравоохранения было выделено дополнительно на оснащение сумма на 1 миллион рублей. И вот благодаря этому мы полностью оснастили всем необходимым данный ФАП. Известный амгинский кинорежиссер Дмитрий Давыдов снимает очередной фильм на своей родине. В эти дни съемочная бригада в полном составе работает над фильмом с рабочим названием «Эдер Саз». На съемки приглашены артисты Саха-театра и Амгинского народного театра. За техническую часть отвечают как молодые профессионалы, так и те, кто вместе с Дмитрием еще с его первого фильма. Киноленту планируют завершить в апреле этого года. История маленько легкая, то есть не такая тяжелая, как мои ранние фильмы. История про мужчину 40 лет, который возвращается обратно в деревню спустя 20 лет городской жизни. А приехав в деревню, он понимает, что деревня уже стала другой. Фильм будет готов в апреле этого года, но если фильм получится, то, скорее всего, будет какой-то фестивальный период. Ну, посмотрим. Возможно, это либо конец этого года, либо 2022 года. Якутские разработчики выпустят компьютерную игру в жанре выживания. Компании Fantastic и Майтона назвали проект The Day Before. Действие многопользовательской игры с открытым миром разворачивается в постпандемической Америке, где игрок должен выжить среди зараженных людей и других выживших, убивающих друг друга ради еды и припасов. В колонии людей игрок сможет добывать добычу и безопасно общаться с другими игроками. Страница игры уже доступна в Steam. Для справки, компания по разработке игр Fantastic основана в 2015 году и является резидентом технопарка Якутия. Майтона – одна из ведущих мировых компаний по разработке мобильных игр. К этой минуте у нас все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо нашим коллегам, а у нас свои новости. Вишневый сад, хамелеон, лошадиная фамилия. Помните ли эти просто бессмертные произведения? Сегодня день рождения отмечает Антон Павлович, то есть можно отметить день рождения Антона Павловича Чехова. Родился он в 1860 году. Русский писатель, прозаик, драматург, врач. Классик мировой литературы. По профессии же он врач. Почетный академик Императорской академии наук по разряду изящной словесности. Один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира. За 25 лет творчество Чехова создал более 500 различных произведений. Коротких юмористических рассказов, серьезных повестей, пьес и многое другое. Многие из них, конечно, стали просто бессмертной классикой. Сегодня день рождения отмечает Опра Гейл Уинфри. Она родилась в 1954 году. Американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу Опры Уинфри. Журнал Forbes назвал ее 10-й по влиятельности женщиной в 2005 году и первой в 2007. Самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе стала она в 2009. Самой влиятельной знаменитостью была отмечена в 2010 и 2013 году. В 17 лет Опра работала и училась в университете. Она была самым молодым репортером, работая в местных СМИ, телеканале CBS. И первой чернокожей женщиной-репортером телевидения Нэшвилла. В 1976 году она перешла на WGZ телевидение Балтимора помощником 6-часовых новостей. Стала одной из ведущих утренней ток-шоу «Говорит Балтимор». Тогда к ней и пришла первая слава. В 1986 году Опра создала собственную программу шоу Опры Уинфри, которая сделала ее не только знаменитой, но и очень богатой и влиятельной женщиной в Соединенных Штатах. Сегодня свой день рождения отмечает Дмитрий Юрьевич Маликов, советский и российский певец, композитор, пианист, продюсер, актер театра и кино, телеведущий, блогер.
народный артист Российской Федерации, который заслужил в 2010 году. Свою первую песню, которая называется «Железная душа», Дмитрий Маликов написал в 14 лет. Чуть позже им были написаны песни «Солнечный город», «Я пишу картину», а также «Дом на облаке», которую исполнила Лариса Долина. Его теледебют состоялся в 1986 году в программе «Шире круг», где молодой музыкант исполнил свою песню на стихи Лилии Виноградовой «Я пишу картину». В 1987 году в программе «Утренняя почта» Юрия Николаева Дмитрий выступил с песней «Терем-теремок». Ну а мы его помним просто по несменной шевелюре. Далее хотели бы рассказать вам о гороскопе. Верите или нет, это, конечно же, дело каждого. Ну, послушайте далее. Овны. Самое время уделить внимание бытовым делам. Вероятны ссоры с близкими людьми из-за мелочей. Звезды советуют вам избегать выяснения отношений в плохом настроении, иначе вы рискуете наговорить много лишнего, о чем потом будете жалеть. Тельцам не стоит в данный период делать что-то в спешке. Многие дела смогут разрешиться без вашего непосредственного участия. Конечно, это не означает, что вы должны бездействовать, однако берите на себя лишь ту часть работы, которая удается лучше всего. У близнецов день пройдет на подъеме. Возможно, вам удастся проявить себя, добиться значительных результатов там, где это требуется прежде всего. Следует действовать смело, открыто и изобретательно. Если у вас есть цель, сосредоточьтесь именно на ней. Раки. Материальные, профессиональные и домашние вопросы достаточно быстро смогут разрешиться, если вы не станете поддаваться унынию. Практически все ваши идеи будут поддержаны членами семьи и друзьями. Можно позволить себе крупные покупки. Львы. Сегодня может возрасти конкуренция внутри коллектива. Сейчас вам сложно будет реагировать на происходящее спокойно. Новости и важные события заставят организоваться и войти в режим быстрого реагирования. Проводите свободное время активно, избегайте одиночества. Девы. Старайтесь использовать этот день для обретения уверенности в своих силах, расширения кругозора. Вы должны знать, что сейчас вам все под силу, и у вас все получится. Это прекрасное время для проявления любой инициативы. Ваши начинания обязательно получат самую широкую поддержку со стороны окружающих. Весы. Выбирайте самые важные дела и осуществляйте их поочередно. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Возможно, неожиданное обострение материальных проблем, возникновение разногласий с членом семьи или родственником. Нужно держать себя в руках. Скорпионы. Чтобы под воздействием эмоций не совершить необдуманного поступка, звезды советуют вам вовремя получить небольшую психологическую разрядку. Расскажите о своих проблемах проверенному другу или родным. Можно заниматься обсуждением важных вопросов в семье. Все они будут решаться в конструктивном ключе. Стрельцы. Не планируйте слишком много дел, оставьте время для отдыха. Действие или, наоборот, бездействие сотрудников или партнеров по бизнесу может вызвать у вас досаду. Но не пытайтесь что-либо выяснять или доказывать. Если нет срочных рабочих вопросов, уделите это время решению личных дел. Козерогам за новые дела пока браться не стоит. Любые поступки, слова и даже мысли должны проходить тщательный контроль. Будьте осторожны с новыми знакомыми. Стоит изменить график нагрузок, а также откорректировать рацион питания. Это поможет быть более работоспособными и энергичными. Водолеи. Интеллектуальная работа может сопровождаться неожиданными находками. Нужно стараться быть в приподнятом настроении и избегать напряжения и волнений. При необходимости смело обращайтесь за помощью. Вряд ли вы получите отказ. Любые спорные вопросы старайтесь урегулировать мирным путем. Рыбы. День пройдет спокойно. Как только выдастся свободная минутка, старайтесь чем-либо порадовать себя. Интересы и желания семьи нужно учитывать при совершении важных шагов, затрагивающих совместное имущество, финансы и быт. Хотим напомнить, что в прямом эфире работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. По этому номеру вы можете отправить свои поздравления, приветы кому угодно, мы обязательно зачитаем в прямом эфире. Также можете стать участником наших бесед. Далее коротенькая реклама, не переключайтесь. Клиника «Амурмед» оказывает плановую помощь при бесплодии. ЭКО бесплатно по полису ОМС. Клиника «Амурмед» выполняет ПИКСИ, лазерный хетчинг и ПГД на современном оборудовании. Благовещенск. Телефон 315 500.
Все для шитья и рукоделия. Блестки, стразы, бисер, фурнитура. При покупке на 3000 рублей дарим дисконтную карту на 15%. Огромный выбор, низкие цены. Магазин «Блеск». Улица Лермонтова, 63. Теперь в формате маркета. Орон, джибан, остол, онтон датын мебеллери азбука мебели магахынтан атылас. Дженхин тупсай костюлях мебеллеринен тупсар. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий из государственного бюджета Республики Саха-Якутия местным бюджетом на организацию деятельности народных дружин на 2021 год. Прием заявок осуществляется с 25 января по 8 февраля 2021 года. Все справки по телефону 507 129. Олоньял төскүнә. Өксөкөлә хатынан культура кине. Одойду кагун таланнагы чаттара бер күн. Бир тühülгә тümсәннәр. Үрәт оюк улахан тühülгәкин төс тюхтәре. Тус хату. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите, после указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. С 2020 года дистанционное обучение все больше входит в нашу жизнь. Как вы себя, родители, чувствуете при этом? Тема нашего первого разговора – это рекомендации родителям по организации дистанционного обучения. И об этом расскажет нам Ия Ким, педагог, психолог Дворца детства творчества имени Авдеевой. Доброе утро. Ну что ж, Ия, доброе утро. Угу. Ну что ж, расскажите, как же начать, с чего же начать, чтобы сделать организацию дистанционного обучения? Ну, сейчас у нас дистанционное обучение уже продолжается. И мы очень надеемся, что уже дети, взрослые уже привыкли, адаптировались. Но очень важно начать с того, что любое изменение, это воспринимать как развитие. Самое важное для взрослых, это принятие данной ситуации, когда и наши дети примут это как важный и ценный опыт для них. Обычно мы на мир смотрим как через призму своей рамки, и вот принятие — это значит изменить свое восприятие, выйти за рамки своего восприятия события, предмета или ситуации, и способ находить в этой другой положительный, позитивный смысл, который называется, Связь немножко пропадает у нас. И у нас какие-то маленькие технические неполадки. Напомним, что тема разговора у нас – это организация дистанционного обучения. Эта тема весьма актуальная, поэтому вам нужно не переключаться. А пока я напомню, какая погода у нас стоит в Якутске. В 6 часов утра температура воздуха 42 градуса, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер сегодня нулевой. Днем ожидается 39-42 градусов. Также хотели напомнить, что по 30 число дети с 1 по 11 классы учатся дистанционно. И как раз по этой теме мы сейчас и разговариваем с ней. Еще раз доброе утро, Ия. У нас вопрос был такой, с чего начать, чтобы приготовить и создать организацию дистанционного обучения? Вы сказали, что сперва надо психологически подготовиться, да? А вот по технической части, как должно быть обусловлена именно рабочая зона для ребенка? Конечно же, очень важно нам, взрослым, родителям, создать условия, организовать рабочее место ребенка. Это очень важно. Что такое рабочее место? Это значит стол, компьютер, чтобы подключен был интернет, расписание, чтобы висело. И, конечно же, очень важно, чтобы соблюдал ребенок режим дня. То есть занятия у нас начинаются у кого-то с 9, с 10, после обеда, чтобы ребенок тоже соблюдал режим дня. То есть питание организовать ребенка, чтобы
Ребенок очень важные моменты, как первоклассник, да, как включать, выключать. Все очень хорошо знал, потому что если родители уходят на работу, маленькие, они, конечно, не могут это все сами разобраться, да? И скажите, один важный вопрос. Нужно ли участие родителя непременно, когда учится ребенок? Вот надо ли сидеть с ним? Да, конечно, если в начале, конечно, очень важно сидеть, да, потому что наша миссия родителей — это поддерживать, помогать, сопровождать, направлять. То есть, ну, сейчас уже время, какой месяц мы учимся, и дети наши прекрасно это знают, уже приспособились, я очень надеюсь. Поэтому, конечно, с каждым разом все, ну, давать самостоятельно, да, ответственность на них. То есть что-то помогать. Независимо 1 класс, 11 класс, неважно. Он должен сидеть сам за уроками, правильно? Ну, важно, конечно, ну, договариваться с ребенком, да, и поддерживать, помогать, хвалить, если у него что-то получается, да. И, конечно же, сейчас дети наши уже, ну, привыкли или, ну, почти привыкли, да, скажем так, знают, какие кнопки нажимать лучше нас, взрослых. Поэтому, конечно, им уже сейчас удобно, и нам как-то мы уже сами привыкли, и помогать особо такой надобности нет. Наверное, просто направлять, спрашивать, договариваться и каждый день расписание, ну, как бы уточнять, да, у кого завтра какие планы. Потому что у кого-то кружки, у кого-то уроки все равно меняются же каждый раз, какие-то изменения могут быть. Вот эти моменты, конечно, организационные моменты важно проговорить. Ну, в конце хотелось бы узнать, какие навыки же все-таки полезны стали в наше время. Ну, сейчас очень многие говорят, пишут, да, что вот то, что дети сейчас самостоятельно занимаются, да, онлайн, это, конечно, развивает очень важные навыки, которые им пригодятся в будущем, да, и это и организация, организованность, да, это и умение управлять временем, это и умение договариваться, звонить учителям, друзьям. Поэтому эти навыки, которые мы сейчас называем soft skills, они, конечно, универсальные компетенции, которые дети сейчас развивают у себя дома, рядом с родителями. Да? Это вот дополнительное образование наше, Дворец детского творчества, очень тоже есть у нас, как вы знаете, очень много технических кружков, да, которые связаны с робототехникой и программированием. И вот эти вот навыки 21 века развивают и творческие занятия, например, танцевальный кружок, театральные кружки. Они развивают и творческое мышление, эмоциональный интеллект. Допустим, пение в хоре улучшает работу в команде. Шахматы развивают системное мышление, логику мышления. И самое важное и ценное, что дети, посещая различные кружки, формируют свои интересы. И важное, полезное для будущего, да, для определения будущей профессии, вообще деятельности в будущем. Да? И скажите, ну то есть получается ребенок, да, чтобы стал всесторонне развитым, он должен перепробовать несколько секций, кружков и так далее, правильно? И большое спасибо вам за то, что вы были участником нашей утренней передачи. Желаю прекрасного пятничного дня и впереди, конечно же, замечательных выходных. Спасибо. Действительно, многое взвалилось на самих родителей, и ответственность за воспитание, конечно же, возросло. А основной вопрос остается такой же: как воспитать при всем при этом хорошего человека? Об этом наш сюжет в рубрике «Маленький взрослый». Ребенок должен иметь ряд качеств, чтобы полноценно расти и развиваться. И сегодня в рубрике «Маленький взрослый» мы разберем качество «Готовность к риску». Что же это значит обладать таким качеством? Приближаются к незнакомым ситуациям смело. Но самое главное – это осторожно. Это один из самых главных факторов – это осторожность. Потому что бывают моменты, да, когда ты можешь со всеми, ну, можно сказать, заливой кипиш, да? Ты идешь за всеми, там, прыгаешь. Если твои друзья прыгают с парашюта, ты, да, давайте я с вами, там, но самое главное – это осторожность. Ты должен быть заранее подготовлен. Действительно, свойство готовности к риску формируется подготовкой к тем или иным ситуациям. А уже после на этой волне ребенок адаптируется и к другим новым ситуациям и относится к ним более спокойно. Сегодня мы разберем конкретную ситуацию – это пользование общественным транспортом.
многие сейчас и представить не могут, как дети сами могут ездить на автобусе. В первую очередь надо, если есть место, сесть или же держаться за поручни. А потом, когда будет остановка, нужно выйти и оплатить проезд. Нужно подождать свой номер автобуса и зайти в него. И если есть свободное место, сесть. Если автобус переполнен, нужно зайти и держаться. А как быть, если ты проехал свою остановку? Нужно выйти через следующую, потом идти одну остановку назад. Ну, то есть сколько остановок проехал, придется идти назад? Да. У тебя было такое? Конечно. Когда я шел в школу, проспал, потом шел несколько остановок. И ничего с тобой не произошло? Да. Спокойно дошел? Ну, бывало. Ага. И что ты делал тогда? Я тогда выходила из этого автобуса, потом шел через дорогу и ждал тот же автобус, чтобы поехать обратно. А как надо сделать так, чтобы уберечь свои вещи? Надо... Есть же в куртке вот там вот внутри карман. Туда ложить драгоценные вещи, телефоны, кошельки. В чем же наш смысл воспитания детей? Конечно же, чтобы ребенок вырос самостоятельным, независимым, открытым ребенком, который умеет и справляется с трудностями и имеет силы развиваться и адаптироваться. А в следующем выпуске мы разберем свойства принципиальности. Наши дорогие телезрители, слышали ли вы про замечательную акцию «Открытка добра»? О ней мы сегодня и поговорим вместе с Айталиной Поликарповой, директором проекта «Открытка добра». Здравствуйте. Расскажите немножко подробнее, откуда появилась такая замечательная идея. Такая идея появилась у нас, когда вот, началась пандемия, немножечко кризис, у всех вообще общество все немножко страдает. В особенности, конечно, и у нас вышло такое, что и благотворительные фонды затруднения. И у нас пришла такая идея, что почему бы детям не помогать детям с инвалидностью. Такие открытки выпускать. Ну, то есть, получается, как можно стать участником этого проекта? Очень просто. Мы сейчас объявили второй этап, весенний. У нас уже запущен конкурс республиканский, и можно просто отправить рисунок. По тематике у нас обязательно и в первом, и во втором вообще это холод, зима, Якутия. И так как это весна, то для девочек это народное творчество, фольклор и наша якутская весна. А для мальчиков это охота и рыбалка. А как проходит помощь с инвалидностью непосредственно через этот проект? Мы перечисляем средства с каждой проданной открытки. И вот, получается, в первом этапе мы помогли в формировании более 2000 подарков для детей с инвалидностью фонда Харсхал. Ну, то есть, получается, любой ребенок может нарисовать, да? Да. Условно, рисунок, и он будет сделан в виде открытки. Но любой ребенок может нарисовать, нам отправить. И у нас наше компетентное жюри, это наши общественники, деятели искусства, блогеры. Мы собираемся, отбираем лучшие работы. В прошлый раз у нас было более 250 работ. Немного подробнее про второй этап. Расскажите. Второй этап у нас, пожалуйста, хотелось бы попросить телезрителей поспешить. У нас до 1 февраля прием работы идет. Надо отправить работы на нашу почту @ekt@mail.ru. А сколько работ вы получили уже? Сейчас у нас более 100 работ уже есть. Давайте посмотрим, да, какие работы вы принесли к нам. Так, это уже вот, например, у нас первый этап. Это все из первого этапа? Да, это с первого этапа. Мы уже вот так их оформили. Ну, это прям замечательно. Можно отправить через Почту России в любую точку мира. Действительно, так и есть. Да. Можно еще посмотрим? Конечно. А сколько лет детям в среднем? Вот, в среднем это дети где-то 10, 12, 15. Ну, у нас до 16 лет. А проект, получается, совсем новый, да?
Да, он новый, мы запустили его в ноябре месяце. Ага. А какие-либо критерии, что-нибудь есть, какие-то правила там, не знаю? Только чтобы по тематике подходило и возрастной. Мгм. Давайте повторим тематику. Какая тематика? Тематика у нас на весеннее – это наша якутская весна, фольклор, народное творчество. Эти открытки будут готовиться для продажи 8 марта, чтобы поздравить наших родных, мам, бабушек, коллег. А для мальчиков это охота и рыбалка в Якутии. Наша традиционная. То есть, получается, по праздничным дням, грубо говоря, да, у нас разделяется, по блокам мы решили разделить. Это вот весеннее, это вот такое будет, а летом мы готовим уже к сыху. Вот. И в конце, конечно же, хотелось бы услышать слова именно вот, пожелания. Наше пожелание тут, когда дети рисуют и помогают детям с инвалидностью, это вообще формирует в них такое, чувство сострадания, доброты. И, конечно же, формирует людей как ребенка как личность. Айталина, большое спасибо вам за присутствие. И вот просто у вас проект замечательнейший и столько успехов. Что ж, мы переходим на короткую рекламу. Наши дорогие телезрители, не переключайтесь. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите, после указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий из государственного бюджета Республики Саха-Якутия местным бюджетом на организацию деятельности народных дружин на 2021 год. Прием заявок осуществляется с 25 января по 8 февраля 2021 года. Все справки по телефону 507 129. Клиника «Амурмед» оказывает плановую помощь при бесплодии. ЭКО бесплатно по полису ОМС. Клиника «Амурмед» выполняет ПИКСИ, лазерный хетчинг и ПГД на современном оборудовании. Благовещенск. Телефон 315 500. Орон, Джибан, Остол, Онтон датын мебеллери азбука мебели магахынтан атылас. Дженхин тупсай костюлях мебеллеринен тупсар. Все для шитья и рукоделия. Блестки, стразы, бисер, фурнитура. При покупке на 3000 рублей дарим дисконтную карту на 15%. Огромный выбор, низкие цены. Магазин «Блеск». Улица Лермонтова, 63. Теперь в формате маркета. Олоньял тескүнә. Өксөкүлә хатынан культура кине. Одойду кагун таланнагы чаттара бір күн. Бир тühülгә тümсәннәр. Үрет ойып улахан тühülдәкин түс тюхтәре. Тус кату. Утро встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал колебания заболеваемости COVID-19. По его мнению, ситуация сохранится до тех пор, пока не будут привиты 60% россиян. Ранее в оперативном штабе страны сообщили, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло почти на 18 тысяч. Это минимальное значение с 29 октября 2020 года. Жители Центральной Якутии стали активнее вступать в программу «Дальневосточный гектар». Всего за время реализации программы в республике, то есть с 1 июня 2016 года, заключено почти 10 тысяч договоров безвозмездного пользования. В дальнейшем, по истечении 5 лет, договор безвозмездного пользования земельным участком становится основанием для предоставления его в собственность. Также отмечается, что 113 договоров были заключены с жителями других субъектов. Самыми популярными видами разрешенного использования остаются индивидуальное жилищное строительство, а также для ведения личного подсобного хозяйства и для ведения дачного хозяйства.
Власти Якутии проведут мероприятия комплексного развития в 28 селах в 2021 году. На работы направят более 40 миллионов рублей. В различных селах обустроят площадки накопления твердых коммунальных отходов, спортплощадки, уличное освещение, ливневые стоки, отремонтируют улицы и памятники. В арктических районах также проведут работы. Например, в Верхоянском районе обустроят уличный спортивный комплекс. В 2 селах Оленёкского района создадут площадки накопления ТКО и стенд. Ранее в региональном Минсельхозе сообщали, что в 2020 году работы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» прошли в 147 селах. На эти цели было выделено свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Радостное событие отметили в селе Солбанцы Намского района, где в один день открылись сразу 2 новых объекта. Это самый отдаленный и труднодоступный населенный пункт. Новый спортивный зал построен в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. Также благодаря нацпроекту здравоохранения теперь у сельчан появился светлый, теплый медицинский пункт, отвечающий всем санитарным нормам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудованием, а также квалифицированным медицинским специалистом. Имеется процедурный кабинет, смотровая, прививочный, ну и технические помещения. Также в фельдшерско-акушерском пункте он оборудован необходимым минимальным медицинским оборудованием согласно порядков оказания медицинской помощи и стандартов. Министерством здравоохранения было выделено дополнительно на оснащение сумма на 1 миллион рублей. И вот благодаря этому мы полностью оснастили всем необходимым данный ФАП. Известный амгинский кинорежиссер Дмитрий Давыдов снимает очередной фильм на своей родине. В эти дни съемочная бригада в полном составе работает над фильмом с рабочим названием «Эдер Сас». На съемки приглашены артисты Саха-театра и Амгинского народного театра. За техническую часть отвечают как молодые профессионалы, так и те, кто вместе с Дмитрием еще с его первого фильма. Киноленту планируют завершить в апреле этого года. История маленько легкая, то есть не такая тяжелая, как мои ранние фильмы. История про мужчину 40 лет, который возвращается обратно в деревню спустя 20 лет городской жизни. А приехав в деревню, он понимает, что деревня уже стала другой. Фильм будет готов в апреле этого года, но если фильм получится, то, скорее всего, будет какой-то фестивальный период. Ну, посмотрим. Возможно, это либо конец этого года, либо 2022 года. Якутские разработчики выпустят компьютерную игру в жанре выживания. Компании Fantastic и Майтона назвали проект The Day Before. Действие многопользовательской игры с открытым миром разворачивается в постпандемической Америке, где игрок должен выжить среди зараженных людей и других выживших, убивающих друг друга ради еды и припасов. В колонии людей игрок сможет добывать добычу и безопасно общаться с другими игроками. Страница игры уже доступна в Steam. Для справки, компания по разработке игр Fantastic основана в 2015 году и является резидентом технопарка Якутия. Майтона – одна из ведущих мировых компаний по разработке мобильных игр. К этой минуте у нас все. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня. Какую музыку вы слушаете? Сейчас мы хотели бы продемонстрировать отрывок клипа, который набирает большую популярность не только в Рунете, да и по всему миру, а исполнители именно наши ребята. Да, эта музыка может быть фоном вашего дня, вашего утра. А мы сейчас непосредственно поговорим и с участниками группы «Сомакс Лерия». Это Владлен Бурцев и Валерия Бугаева. Доброе утро. Здравствуйте. Всем доброе утро. Как у вас настроение? Ну так, нормально. Мы недавно встали. Обычно мы Ну просто да. просыпаемся. Здорово. Смотрите, какой вопрос.
к вам как представителям новой музыки. Как вы считаете, что есть современная музыка? Это смешение всего, что есть. Это эксперимент. Сейчас нам доступно абсолютно все в плане создания записи и так далее. Поэтому даже человек, находящийся в комнате своей, может сделать абсолютно вот так вот. Полная свобода. Ну, то есть полная свобода, да. Ты можешь создать все, что угодно, находясь в своей комнате, и это могут слушать по всему миру, правильно? Да. Это делать в любой точке мира. А вы когда именно начали заниматься, увлекаться музыкой? Расскажите. Вообще музыкой? Лера, она вообще, расскажи. Я музыкант, классик, преподаватель в школе музыки. Занимаюсь музыкой с 6 лет. Вот. И как-то все это естественным путем перетекло на современную музыку. Владлен. Я слушаю музыку только 7 класса, потом мне подарили гитару, и так потихоньку я перешел. Ну, и стал вообще писать музыку в конце. А как вы можете... Да, слушаю. Ну, не то, что просто пришли к этому как-то. Так произошло. Да, это не так давно произошло. А как вы, к какому стилю вы себя относите? Ой. Ну, я считаю, что не стоит относить себя к какому-то определенному одному стилю. Но на данный момент, я думаю, синт-поп, дрим-поп, где-то так, да. Такой период жизни у нас, где мы хотим использовать именно этот жанр. Может, в будущем мы будем использовать совершенно другой жанр. Поэтому так. У нас, кстати, скоро выходит мини-альбом, наш первый дебютный. Вот. И у нас будет еще перформанс где-то в середине или в конце февраля. Ожидайте, это будет сюрприз. Да. Классно. Будет очень необычно, я надеюсь. На каких площадках мы можем наблюдать? На всех. На всех. Именно перформанс? Да, да. Или... Это в Инстаграме, где-то, ВКонтакте? Ну, мы сделаем анонс ближе к самому перформансу. Там будет прямая трансляция, но точно не знаем пока где. А кого вы слушаете сами? Давай ты расскажи. Да. Ну, в последнее время я слушаю практически все. Даже если в какой-то кафешке я услышу музыку, я ее уже замью. Есть такое приложение, Шазам называется. Но в большинстве случаев я слушаю Ариану Гранде, я ей очень сильно восхищаюсь, у нее потрясающий голос. Алиша Кис. А я вот в школе слушал тяжелый металл, теперь слушаю Липу и Ариана Гранде. Как это случилось? Познакомившись или это как-то случилось? Да, это наше знакомство тоже повлияло на это. Но на самом деле как-то все само перетекло. Тяжелый металл, потом полегче и вообще вот так вот. Когда пишешь сам музыку, ты начинаешь интересоваться всеми жанрами, пытаться делать и начинаешь понимать всю абсолютно музыку, даже русский рэп. Даже. Да, каста. А откуда черпаете именно вдохновение, чтобы писать музыку, саму музыку, текста? Ну вот эта песня, если честно, сейчас расскажу. Есть фильм «Драйв» 2009 года, что ли. Драйв. Я вдохновил фильмом, да, и потом сел и набросал. Ну как-то, как всегда по-разному, точно не определишь. По наитию, можно сказать. Либо иногда сидишь и заставляешь себя что-то сделать, ну, чтобы накачать скилл, навык, и иногда что-то получается, а иногда само по себе. Тут не то есть, да, создание музыки — это не только вдохновение, но это может приобрести какую-то системность, да? Да, конечно. Да и сам процесс, он очень интересный и захватывает нас. И мне кажется, это очень весело. Да. Это самое главное. Там иногда по часов в день сидишь за аранжировкой. И человек особо не устает. Да, и время пролетает очень быстро, и ты не замечаешь это. Отлично. Так и в конце... Ладно. Да, и в конце, да, хотелось бы услышать ваши слова напутствия, возможно,
каким-то еще новым музыкантам, которые хотят себя попробовать в этой сфере? Ну, мы сами-то еще новые. Ну, все равно, да, в любом случае. Ну, скажу одно, что обстоятельства не должны стать оправданием бездействия. То есть просто делайте и все. Несмотря на наш холод, мы должны действовать, да? Ну, это образно говоря, да. Мгм. То есть какая бы погода ни была, какие бы проблемы не были в жизни, нужно продолжать действовать. Мгм. Да. Валерия, Владлен, большое спасибо за подключение. Только успехов и только супер крутых, качественных звучаний музыки. Спасибо. Спасибо большое. Всё, А далее мы счастливо. переходим на коротенькую рекламу. Не переключайтесь. Kolonyal teskine. Öksöküle kadının kultura kine. Adı doydu qoğun talannağı çattara börekün. Bir tühülge tümsenler. Hürriyet oyup ulahan tühülgekin tüs tüyaktere. Tuz kotu. Все для шитья и рукоделия. Блестки, стразы, бисер, фурнитура. При покупке на 3000 рублей дарим дисконтную карту на 15%. Огромный выбор, низкие цены. Магазин «Блеск». Улица Лермонтова, 63. Теперь в формате маркета. Клиника «Амурмед» оказывает плановую помощь при бесплодии. ЭКО бесплатно по полису ОМС. Клиника «Амурмед» выполняет пикси, лазерный хетчинг и ПГД на современном оборудовании. Благовещенск. Телефон 315 500. Орон, Джибан, Остол, онтон датын мебеллери азбука мебели магахынтан атылас. Дженхин тупсай көстүйлах мебеллеринен тупсар. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий из государственного бюджета Республики Саха-Якутия местным бюджетом на организацию деятельности народных дружин на 2021 год. Прием заявок осуществляется с 25 января по 8 февраля 2021 года. Все справки по телефону 507-129. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите, после указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Сегодня мы познакомимся с творчеством Галины Егоровны Акаемовой, а конкретно с ее картиной «Невеста», где художница использовала образ, являющийся символом, оберегом женщины в якутском народном представлении и национальной культуре. Сегодня темой нашего выпуска стало творчество замечательной якутской художницы Галины Егоровны Акаемовой. В постоянной экспозиции Национального художественного музея Республики Саха-Якутия представлена картина «Невеста» за авторством художницы. В этой работе Галина Егоровна создала собирательный и женственный образ молодой девушки-невесты. Якутская красавица в нарядном платье с длинными темными косами внимательно смотрит на зрителя. Любовно художница выписывает комплект традиционных серебряных украшений. Подобные ювелирные изделия надевали в особенно торжественных случаях – праздники, свадьбу. Красиво выделяются серьги с подвеской в ушах невесты. Особое внимание зрителя привлекает и нагрудное украшение. К серебряной гривне прикреплена плоская пластина с множеством ажурных цепочек. Обязательным элементом торжественного наряда невесты являются и высокие серебряные браслеты, украшенные орнаментом. Подобные ювелирные изделия, помимо того, что эстетичны, но и призваны быть оберегом, защищая молодую девушку от злых духов и дурного глаза. Колорит картины, выстроенный на сочетание оттенков серого, черного и белого цветов, придает образу красавицы холодность и утонченность. Тем примечательнее яркий акцент, который добавила художница на полотно. Смотрите, лисичка в красной шубе ловко забралась на лунный серп. И это не случайно. В свадебном обряде якутов шкурка красной лисы имела особое значение. Родственники невесты не имели права заходить в юрту жениха до тех пор, пока от их имени не будут преподнесены подарки для духа хозяина огня. Шкурка красной лисы или рыси как символы огня служили в качестве оберега, а потому родственники невесты вывешивали ее накануне свадьбы перед огнем.
Вот такая интересная картина представлена в нашем музее. Приходите, и вы сможете увидеть ее своими глазами. Ну что ж, и тема последнего разговора – это ребрендинг телеканала «Якутия-24». Нас ожидают большие изменения, и на эту тему мы поговорим с Дмитрием Аргуновым, продюсером телеканала «Якутия-24». Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, начнем, не знаю, с чего можно начать? Расскажите обо всем. Да со всего. Начиная с того, что вот текущий блок программы «Новый день» с 1 февраля будет, наверное, называться «Утро Якутии», и будет идти по обоим каналам, да, то есть НВК и Якутия-24. Вообще структура нашей компании такова, что у нас 3 независимых фактически телеканала. Да, это НВК Саха непосредственно, это Якутия-24, который более русскоязычный, но 24 часа вещания тоже, и это телеканал «Мамонт». Не вдаваясь в подробности деятельности телеканала «Мамонт», могу сказать, что до текущего момента канал Якутия-24 был сугубо информационным. Да. С февраля это дело немножко поменяется, потому что вступают в силу изменений, которые касаются еще и развлекательной части канала. Да, то есть, получается, телеканал Якутия-24 начинает генерить контент, который не только информационный. Он познавательный, он, я уверяю вас, он интересный. Он местами даже экстремальный. У нас удается, по крайней мере, те намеченные планы начинать немножко притворять в жизнь. Хотя времени было очень-очень мало на всю вот эту раскачку и тому подобное. Вот. Ну, еще раз. Начнется изменение с утра, которое будет, то есть на Якутия-24 также будет идти блок «Нового дня» или «Утро Якутии», которое сейчас вот мы с вами сидим. Такая же более легкая форма новостей. Да. Далее. У нас канал будет нацелен на географические особенности региона. То есть зимой это холод, летом это жара, комары, бездорожье, естественно, какие-то там экстремальные вещи, которые будут освещать хорошие ребята. Это прежде всего Руслан Ачиров, который уже находится в поле, собирает материалы, копытит, готовит какие-то потрясающие воображения штучки. И нерюнгринская группа Сергея Козюра, у которого, как у блогера, есть очень хорошие наработки. И, в принципе, я более чем уверен, что ему удастся составить Руслану вот замечательную такую пару. И все разнообразие. Ну, то есть они работают в коллаборации или они будут отдельно показывать свои работы? Или как? Отдельно друг от друга, но еще раз под единой маркой это будет называться «Испытано на себе». «Испытано на себе» такой достаточно значимый блок в нашем вечернем эфире. Расширится также количество выходов в программе «Якутия Лайф», понравившись очень многим зрителям. И на закусочку, буквально на закусочку, да, уже отписываются выпуски программы «Просто вкусно», где действующими лицами на такой замечательной кухне будут мужчины. Только мужчины? Ну, пока да, пока только мужчины. На самом деле, Максим, тут очень много таких подходов. Некоторые говорят, что почему все шеф-повары мужчины? Почему, когда готовят мужчину, получается вкуснее? Почему у женщин это превратилось в некую обыденность, а для мужчин это всегда праздник? Праздник! Ну да, есть такое. Поэтому, если грамотно оседлать вот это вот направление, то, я думаю, получится вкусные вещи. Ну, боюсь спросить, какие блюда будут там? Ой, совершенно разные. То есть я, как выпускающий редактор, как продюсер, вчера на первых записях присутствовал. Гостили замечательные люди, на самом деле. Аял Лазарев, наш прославленный спортсмен. Поздравили его, кстати, с 3-м И как он готовит? Как я и предполагал, он попросил что-то, вернее, попросился подготовить что-то простое из мяса. Да, то есть традиционное. Да, традиционное такое.
Но справился с этой задачей очень замечательно. У нас там есть еще соведущий. Это Семен Тарбахов. Это внук нашего прославленного повара, который работает шеф-поваром. Фамилия прям. Да, фамилия обязывает, но еще раз, мы бы хотели уйти, чтобы он отошел от фамилии, чтобы он стал мужчиной, который готовит. Да? Ага. И профессиональные вот его подсказки нашим участникам, там были Александр Лобанов, директор Русского театра, там были и, был и вот Аял Лазарев, как я говорил, да, да и многие другие. Они, наверное, уже в предвкушении того, что выйдет вот 6 февраля, уже начинаем, будет выходить, опять же, по вечерам, очень хорошее, удобное время, на телеканале Якутия-24. Ребрендинг, слово такое модное на самом деле, да? Вот именно под этой значимостью, вот что вы имеете? Именно поменяется логотип или что-либо? Сильно таких заострять на этом внимание, наверное, не стоит. Но, опять же, у нас день ото дня, скажем так, идет переоснащение технической стадии, оснащение нашей компании. Да? У нас будут какие-то новые технические возможности. Понемножку, но это все дело будет внедряться. Возможно, часть зрителей просто не увидит этого, но поверьте, они есть, и они очень существенные. Да? Как телевизионщик с 30-летним стажем. Я вот тех вещей, которые сейчас возможно реализовать, просто не мог себе представить там, в 89 году. Далее, еще раз, основной ребрендинг, это теперь Якутия-24, это не только новости. Это не только новости, это еще и собственный очень вкусный контент, который будет выходить на канале. Я очень надеюсь, что география нашей республики обширна. Да? То есть то русскоязычное вещание, которое осуществляется на канале, будет востребовано, начиная там, с Усьмы, с Зарянки, заканчивая вообще даже регионами, которые не имеют отношения к Якутии, то есть извне региона. Ну, охватывая всех и вся прям. Ну да, это такие универсальные вещи, которые с капелькой локализации, они будут лучше отражать особенности нашего региона. В первую очередь климатические. У нас будет планируются выходы новостных программ прямо под открытым небом. Да? То есть так называемый Ice News, кто-то увидит там в этом подоплеку какую-то, на самом деле нет. Это просто ледяные новости. То есть сооружается ледяная студия, и оттуда будут выходить наши ведущие. Но это, еще раз, со временем. Все работы подготовительные ведутся. У нас на раскачку было очень-очень мало времени. Но все когда-то станет реальностью, все, что задумано. И я думаю, что многим буквально очень скоро прям это все случится. Буквально очень скоро, да. То есть испытываем на себе мы потихонечку, опять же, начнем вот буквально с 1 февраля, то есть с понедельника. Утро Якутии стартует с понедельника. Другие рубрики, я думаю, тоже... Ну, в общем, Дима, большое спасибо тебе за новости. С 1 февраля ожидаем большие изменения. Всем пока-пока. С 1 февраля на нашем канале не проспите. Главное утро Якутии.